Президент страны Владимир Путин выступил с ежегодным посланием перед Федеральным собранием. Глава государства в начале своего обращения сделал акцент на поддержку семей, повышение демографических показателей и рождаемости. Так, Владимир Путин пообещал продлить программу материнского капитала, действие которой заканчивается 31 декабря 2021 года. Продление, по словам российского лидера, планируется до 31 декабря 2026 года. Путин отметил, что необходимо поддержать тех, кто начинает семейную жизнь и хочет родить ребенка. При этом президент подчеркнул, что с января уже 2020 года российские семьи получат материнский капитал при рождении первенца. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Также президент сказал, что с 1 сентября 2020 года в России вводится доплата классным руководителям из федерального бюджета. По словам президента, было много споров о том, чья это обязанность – регионов или страны. Цитата. «Но что такое классный руководитель? Это воспитатель, а это федеральная функция. При этом все действующие выплаты классным руководителям должны быть сохранены», – сказал Владимир Путин. Современная школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны. В перспективе не только в сфере общего, но и дополнительного профессионального образования. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. Также президент России Владимир Путин в ходе послания призвал доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и федеральных министров. Надо доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьера, подчеркнул глава государства.